Такая страшилка, что денег нет, а все будут нищие, значит, будет безработица и так далее. Еще вторая страшилка – это распад. Распад, что вот, значит, если Путин уйдет, власть сменится, все, страна там расколется на кусочки. Но она не расколется, потому что региональные элиты практически, их в общем-то, почти нигде нет. Да? Может быть, в Чечне только есть региональная элита, которая, ну, как бы вот такая консолидированная. Да? У нас вся консолидация заканчивается на муниципалитетах, которые нищие и, в общем-то, ничего не могут. Мы должны потребовать, чтобы он это место уступил. Пускай следующий кандидат будет хуже, но народ поверит, что у нас настоящая демократия, настоящая воля народа, волеизъявление народа. И я уверен, что ядросы, путинисты скажут, те, кто собрался здесь, это не патриоты. Но я скажу так, что те, кто собрался здесь, это именно есть те патриоты. Вон, товарищи полицейские стоят, они тоже здесь, тоже патриоты, выслушивают нас. Нам втирают, что кругом враги, кругом НАТО, НАТО атакует Россию, надо защищаться, надо сплотиться всем. Извините, почему от НАТО атакует нас, простых россиян? То есть вас оно почему-то не атакует. Вы как строили домики для уточек, так и строите. Как собачки Шувалова летают на выставке зарубежной на личном самолете, так они и летают. В общем, идет полностью обнищание, вымирание населения за счет того, что власть имущие, они воруют, они отнимают наши деньги, которые могли бы вот опять же пойти в клиники, где бы закупалось хорошее оборудование. Глава, конечно, приверженец наш традиционных ценностей христианских, вот, приезжает, привозит иконы, но я иногда не могу понять, когда он заходит в храм, молится, и потом 144 РЗ, который лишает детей там, ну, этих 2-3 тысяч, я как бы не могу понять, чем они мотивируют эти решения, когда вроде ты приходишь в святые места и говоришь, что да, мать это святое, дети это святое. Раньше в Печоре я ходил на шахматы, то есть это было мое хобби, это было моим любимым делом, а потом из-за нищенской зарплаты тренера он вынужден был переехать в другой город, чтобы нормально там уже за нормальные деньги, нормально вести вот свои вот эти секции, свои тренировки. Из-за этого многие ребята остались без хобби. Уезжают не только вот тренера, и уезжают многие люди, которые вот в расцвете сил.